Регистрация на пункте, выдача талонов каждому участнику и рассадка в шахматном порядке. Процедура почти напоминает сдачу единого госэкзамена. В начале Олимпиады проводят инструктаж, после чего ребята и приступают к выполнению заданий. Всероссийская Олимпиада школьников дала старт отборочному этапу по всей стране еще накануне, где учащиеся демонстрировали знания в области математики и информатики. Сейчас же им предстоит встретиться с еще одной точной наукой – физикой. И буквально все пришли сюда только с одной целью. Чтобы проверить свои знания и получить новые знания. Я участвовала уже в школьных и других этапах, и получив там места, пришла сюда. И также пришла сюда, чтобы получить какое-нибудь место. Новые знания получить. И мне интересно было себя проверить на эти темы. Олимпиада школьников – пилотный проект Россети. Для каждого его участника главное условие – знание точных наук, поскольку именно они необходимы для освоения электроэнергетической профессии. Но проверить свои знания для Лилии Цицкиевой не единственная цель. В планах у участницы еще и победа, а готовилась девочка основательно. С того момента, как я узнала, что общественная Олимпиада существует, что я должна буду на нее поехать, я поняла, что надо будет готовиться. Это совсем другой уровень. И, естественно, понятно, свои какие-то недоработки, но незначительные, свои пробелы. Я решила, конечно же, краткие сроки восполнить, и думаю, у меня это получилось. Но все равно понятно то, что Олимпиада значительно сложнее, чем мы могли себе представить, и есть еще к чему стремиться в будущем. Впрочем, для детей это уже второй соревновательный день. Лейла Дзейтова, пожалуй, в результатах не сомневается и надеется получить заветную путевку на заключительный этап. Задания были сложные, но они были решаемы, и я надеюсь, что я справилась с этим заданием и могу пройти на следующий этап. Участники Олимпиады, учащиеся 9 и 10 классов со всего региона. Группы разделены на 6 аудиторий в левом и правом крылах школы. Желающих проверить свои способности и знания оказалось почти сотня. Мы очень строго и четко следим за соблюдением регламента, проведения мероприятия. Как было ранее сказано, очень строго отслеживаем. Здесь абсолютно недопустимы какие-то недопустимые источники информации, чтобы были пронесены в аудиторию. Каждый ребенок на самом деле показывает, на что он способен. И, как я вижу, у нас реально много способных детей, грамотных, имеющих желание и возможность себя проявить. Заявлены были все районы Ингушетии. Участников немало принимают участие в Олимпиаде. Цель проведения Олимпиады одна – выявить одаренных, способных техническому творчеству и инновационному мышлению учащихся, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли. На всех региональных площадках соревнования проходят в единые дни, а хозяйкой проведения мероприятия в Ингушетии стала первая школа Назрани. Очень радует позитивный настрой детей и их воля и желание к победе. Также хочется отметить, что дети довольны организацией и проведением Олимпиады. За всем происходящим четкий контроль ведут наблюдатели. Они же и сотрудники филиала ПАО МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго», которые тщательно следят за нарушениями, возможно, своих будущих коллег. Сдает, телефоны сдает, никаких письменных заметок, ничего мы не заметили у детей. С нашей аудитории дети даже и не выходили, пока они полностью не сделают свою работу и не сдадут полностью весь свой материал. Светлая Олимпиада станет билетом на осуществление своих целей. Отличившиеся ребята смогут выбрать востребованную и интересующую профессию в области электроэнергетики, а также заранее начать готовиться к поступлению в вуз. Победители первого этапа Олимпиады примут участие в заключительном, который пройдет в Пятигорске 21 апреля. А уже лауреаты второго этапа получат право участвовать в энергетической проектной смене в одном из престижных образовательных центров на морском побережье. Зелимхан Калоев, Гапур Чахкиев, Новости 24.